Зовут меня Юра. История такова, что я 2 года последних вообще не выезжал из Польши и жил там. И не был в Беларуси, и решил поменять права. Так как они закончились, посольство мне сказали, что нужно ехать в Беларусь. Вот. Веселье началось все с границы, там расспросы уже начались какие-то странные. А 2 сентября, когда я проходил карантин у родителей, то сосед сказал, что к ней приходил КГБшник и расспрашивал о нашей квартире. На следующий день меня, соответственно, уже взяли. И было 2 сценария моей жизни. До того, как меня везти из моего города в Следственный комитет, мне сказали, либо ты признаешься с этими комментариями, либо пока ты будешь ехать, мы сделаем так, что ты хотел бежать, и к попытке к бегству мы тебя, скажем так, нечаянно застрелили. Вот. В Следственном комитете я попытался объяснить, что аккаунт, который вы сделали, скриншот в телеграм-канале «Белорусы Варшавы», это мой, а комментарии, которые оставлены были неким белорусом, потому что мой аккаунт подписан моей фамилией, а комментарий оставил белорус. Вот. На что мне следователь сказал, что давай по-быстренькому признаешься, и ты идешь по 368-й, первая часть, и отделаешься штрафом и легким испугом. Поедешь себе нормально дальше в Польшу. Понятное дело, что пререкаться нету смысла. Согласился, меня посадили на ИВС, отсидел там, то бомжам, то к одному убийце подсаживали. То есть, в принципе, все нормально прошло. После этого выпустили, подписку о невыезде, паспорт забрали. И, естественно, так как у меня вся жизнь в Польше, ждать о том, что меня посадят, и я буду сидеть абсолютно ни за что, я с этим не согласился. Нашел, как пересечь границу нелегально литовскую в Литву. Переправился, там взяли меня погранслужба, и уже там я нашел контакты и вышел на организацию «Допомога». И они уже по окончанию срока, когда сидел на заставе в камере, то они уже приехали меня и забрали к себе. Поэтому все хорошо, сидеть не буду, все замечательно, ребят реально крутые, и если кто-то будет в беде, то просто «Допомога», и связывайтесь с ними максимально быстро и максимально, чтобы никто об этом не знал. Потому что когда я уходил, до сих пор не знают родители, где. Они думают, что я просто в Минске. И все. И для тех, кто думает, что моя хата с краю и меня это не коснется, то, увы, нет. Это уже не будет работать и коснется каждого. Обычный стандартный пример, уже, так сказать, стандартный пример на мне. Дорогие белорусы, моя история обычная и проста. Жил себе в родной Беларуси, трудился, строил планы, с семьей, с детьми, пытался развиваться. Конечно, видя происходящее, то, что у нас происходит, я не был безразличным. Старался поддержать в маршах, каких-то наших делах совместных. И так ты живешь, просыпаешься, идешь на работу, думаешь о чем-то будущем, все равно нужно будет жить, что бы ни происходило, и в один прекрасный момент твоя жизнь переворачивается. Я много читал раньше рассказов и от дедушки, потому что они жили в Западной Белоруссии, то, что происходило в 1939 году, исторические рассказы, 1937-й, эти годы в Советском Союзе, и думал, что это просто история. История, которая уже никогда не вернется, не коснется каждого из нас. Но оказалось, что я стал не просто героем этих событий и таких вещей, а просто ее непосредственным участником. И в 21 веке это коснулось меня. Я общался, как и многие из нас сейчас в современных чатах, которые существуют в телеграм-каналах. Один безобидный пост. И ты попадаешь на так называемого доброго человека, которому просто не понравилось то, что ты выразил мысль.
Он делает скриншот, пишет заявление, и с этого момента твоя жизнь переворачивается, как в историческом фильме. Тебя арестовывают, дома проходит обыск, слезы в семье, и у тебя не остается выбора. Либо срок, тюремное заключение, либо свобода. И я такой же, как 10 миллионов жителей. Я не лидер партии, я там не лидер движения, я обычно рабочий, который утром просыпается, идет на работу, созидает нашу родную Беларусь. И вот теперь мне нужно было покинуть свой родной угол, родной край, родной дом, уехать за границу, чтобы не оказаться в этих застенках нашего режима. Я такой же, как и вы все, как 10 миллионов живущих людей. Подумайте, можно угадать, проснувшись завтра утром, что вы не станете таким же героем этого ролика, как я? Разве это можно предугадать, видя происходящее, что творится у нас?